Готовность. В порядке. Добрый путь. Стартуем. Пошла Витбердек. Так президент дает добро на начало строительства следующего этапа второй ветки метрополитена. Еще в начале года Рустам Минниханов лично осмотрел площадку строительства станции метро Сахарова. Вторая линия – это 12 станций. Она соединит 5 районов города. Работы ведутся в несколько этапов. Длина первого участка составляет более 5 километров и включает 4 станции. Дубравная, конечная. А вот вторая линия, она замкнется на Ишляке. То есть рядом с московским рынком. На сегодня, после завершения строительства станции метро Дубравная, общая протяженность казанского метрополитена составляет без малого 20 километров. Количество станций – 11. Как настроение, ребята? Отлично. В порядке? Да, вот как бы кризис не был, какая бы зараза ни была, строить надо, без стройки мы никуда. Вторая линия почти 20 километров, 5 районов. Потребность в подземном транспорте растет. Если 10 лет назад им ежедневно пользовались 45 тысяч человек, то сейчас уже 160 тысяч. Рустам Минниханов подчеркивает, это и один из главных способов избавления от многочасовых пробок. Транспорт, кроме метро и вот Большое Казанское кольцо, вот две вещи, которые могут спасти Казань. Эти автобусы, которые длинные, с выделенными полосами. Речь о метробусах в плане и продолжении ветки метро. Только куда повернет линия, пока неизвестно. Может, как в сторону компрессорного завода с Новосавиновским районом, так и в сторону центра. Кроме того, возможно продолжение линии на юг, к деревне Универсиады, районам РКБ и Солнечный город. Алия Хайрудинова, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.